Одним из таких людей, которые громче всех там на Украине спекулируют теми проблемами, которые так или иначе в Крыму существуют, это Рифат Чубаров. И вот этот пример тоже не оказался за пределами, собственно, его логики. Он очень много высказывался и высказывается до сих пор по этому поводу. Но не он ли сам призывал к геноциду крымских татар, и, собственно, были предприняты реальные шаги для того, чтобы, собственно, это свершить? Вот то, что мы вспоминали сегодня с Ефимом Зисевичем, блокады и так далее, и так далее. На что рассчитана вот эта агитация и вообще то настроение, которое Чубаров сеет в Киеве? Ну, на что она рассчитана? Она рассчитана, в первую очередь, до этого было сказано, на международные площадки, да, чтобы на них обратили внимание в очередной раз. Но вы же видите, он опять же с трибуны что кричит? Это Россия делает все, чтобы крымские татары оттуда выезжали. Но какой еще можно бред хуже услышать вообще в этой жизни, да? Вот, то есть тут же ситуация следующая в чем? Вот мы говорим с вами за энергетическую блокаду, там заводную блокаду. Они же даже когда лепопоры взрывают, вот там вот правильно было сказано, висит крымско-татарский флаг. Они в этот момент, они не думают о народе. Вот если ты, допустим, патриот своего народа, это касается любой национальности, да, но когда вы проводите террористические акты и туда вешаете там народный флаг, да, я считаю, это сверхцинизм, который вообще может быть в этой жизни, да. На что рассчитан Чубаров? Чубаров на сегодняшний день, они же понимают, что сегодня электорат крымско-татарский в Крыму. 99,9% их уже не поддерживают, да, и они это видят. Мы с вами опять же вернемся, допустим, с вами там к выборам президентов и так далее. Много вещей, где сегодня крымские татары уже интегрировались в российское государство. Мы видим, что наш народ, он стал опять же раскрепощенным, он выражает свое мнение, нас никто не ущемляет. Вы же понимаете, мы же 25 лет с вами как жили? Иди сюда, стой там, сюда пойдешь, сюда не пойдешь, сюда придешь. Ты пойдешь, ты не пойдешь. Да, ты не пойдешь. А сегодня это не работает. И вот понятное дело, когда, допустим, происходит горе, а я считаю это горе, да, то есть на сегодняшний день там есть эти выбросы, да, там это влияет на здоровье наших крымчан и так далее, да, они нет, чтобы проявить, как сказать, заботу, да, если вы считаете, что крымчане это ваши граждане, да, это же, опять же, цинизм, да, и было сказано до этого, пожалуйста, пусть дети приезжают, в то же время закрывают границы, нам отключают воду. Да во время войны самый большой грех везде это написано, и в Библии, и в Коране, это когда ты человеку не даешь воду, отказываешь. Вы же понимаете, да, то есть у этих... По критериям ООН это считается... Да. У этих людей на сегодняшний день мораль, она полностью отсутствует, да, вот, и опять же, до этого было сказано, я еще раз повторюсь, на сегодняшний день, в моем понимании, правоохранительные органы должны обратить внимание на руководство предприятия «Титан». Надо в первую очередь разбираться, почему довели до такой ситуации. Вот с этого, можно сказать, будет дан правильный отчет и старт вообще той ситуации, какая на самом деле она произошла. Ефим Зисевич. Вы знаете, вот сейчас Рустем Бей, он...